Всем доброе утро! Как прошла йога? Очень хорошо. Класс. Горячо. Да, мне вот не горячо. Теперь буду ходить на йогу по утрам. Так, ну теперь будем немножечко заземляться, энергию сводить в одну точку, концентрировать внимание. Проводим снова медитацию Кедру-Бадже. Уже ее объясняли. Оксана объясняла вчера, поэтому сегодня мы просто сразу перейдем к самой медитации. Хорошо? Телефоны, звук, всех все выключено. Помните, что если у кого-то зазвонит, 50, 100 евро в АКМ Прага. Ставки растут. Лучше всего сесть прям на самый-самый край стульчика. Попробуйте. Так, мне уже становится жарко. Очень быстро все. Тут лежит. Попробуйте так ощутить. Я иногда сажусь очень далеко, и мне становится тяжело держать спину, я заваливаюсь назад. То есть посмотрите, где у вас максимально комфортно, так чтобы был угол 90 градусов, и было легче держать спину прямой. И постарайтесь сейчас договориться с собой, со своим умом. Это реально работа. Договориться с ним, не двигаться в ближайшие 15-20 минут. Можно прямо так сказать: дорогой ум, сейчас мы садимся в неподвижное положение на ближайшие 15-20 минут. Мы будем медитировать, а после этого уже подумаем, о чем захочешь, о круассанах, о сумочках, о чем там еще думается. Простите. Отменяем круассаны, отменяем. Давайте прикроем глаза. И для начала сделаем один глубокий вдох и выдох через рот. Еще один глубокий вдох и выдох через рот. И теперь сфокусируемся на кончике носа. Будем наблюдать, как слегка прохладный воздух входит в ноздри и более теплый выходит. И мы сделаем 3 цикла по 10 дыханий для того, чтобы максимально успокоить свой ум. Давайте начнем первый цикл вдох-выдох. Это 1 счет и так до 10. Обычно мы начинаем с выдоха. Если ваш ум перескакивает на какие-то другие мысли, просто мягко возвращайте его на кончик носа. Мы переходим ко второму циклу.
Из 10 идеальных дыханий попробуем еще больше успокоить наш ум и сконцентрировать его на кончике носа. И третий цикл из 10. И почувствуйте, как ваш ум уже успокоился, и теперь мы переходим к подготовительным шагам. Давайте пригласим в нашу медитацию нашего учителя. Может быть, человек, который помог вам в прошлом, ваш наставник, кто-то, у кого вы хотите обучаться, кого вы видите своим учителем. Пригласите его провести вместе эту медитацию. И он садится напротив вас, и вы смотрите в его глаза, и это глаза полные любви к вам и желания помочь вам. Он очень вас любит и очень рад, что вы пригласили его в свою медитацию. И выберите какое-то одно качество вашего учителя, которым вы особенно восхищаетесь. Может быть, он очень добрый к другим людям, щедрый. Я сегодня восхищаюсь глубоким пониманием пустоты моего учителя, и это то, что я хочу себе. И теперь давайте сделаем подношение учителю. Подумайте о каком-то хорошем поступке за последние 24 часа. Это может быть что-то небольшое, что вы сделали по отношению к другим людям. Может быть, вы кого-то угостили чаем или приготовили чай,
или поддержали в нужный момент, или проявили щедрость. Выберите какое-то одно действие и поднесите в виде подарка своему учителю. И теперь откройте свое сердце и признайтесь своему учителю в не очень хорошем поступке. И лучше всего, когда это что-то ментальное, когда это какая-то мысль, которую вы заметили, может быть, кого-то осудили или подумали что-то не очень хорошее о другом человеке. Попробуйте вспомнить этот момент и признаться в этом учителю. И сделаем быстрые 4 силы. Первое, что мы осознаем, что весь мир происходит из наших семян. Если я вижу какое-то качество в другом человеке, которое мне не нравится, и я слышу эти мысли в своем уме, они происходят из моих семян, от того, как я относилась к другим в прошлом. И посожалейте о том, что сейчас вы вынуждены слышать эти мысли и совершать такие поступки, но вам бы очень хотелось избавиться от этого. И возьмите какой-то период времени, когда вы будете очень тщательно наблюдать за тем, чтобы так не думать и не действовать по отношению к другим. Подумайте о каком-то антидоте, который вы можете сделать сегодня. И самое лучшее — это, конечно, изучение того, как работает мир. И вы на ICI сегодня, и вы можете это тоже взять как антидот. И теперь попросите своего учителя обучать вас. Пускай все, что вы слышите сегодня, откроется глубоким пониманием пустоты. И давайте теперь искренне порадуемся и тоже сделаем подношение того, что мы собрались на этих выходных все вместе для того, чтобы сделать этот мир лучше. Чувствуйте искреннюю радость за то, что у нас есть такая возможность. Мы знаем об этих знаниях, мы практикуем их. И теперь попросите вашего учителя оставаться с вами до тех пор, пока вы не достигнете свою наивысшую цель. И сейчас мы переходим к основной части медитации, и она пройдет в 3 этапа. И самое важное, что мы будем фокусироваться не на самом объекте,
на нашем восприятии объекта. И первый этап — это восприятие без какого-либо анализа. Думайте о книге, которую вы, возможно, читали в последнее время или видели где-то на столе. И посмотрите на этот объект, как будто вы видите его в первый раз. У него есть какая-то форма, цвет. Может быть, вы помните шелест страниц. Не анализируйте, просто смотрите, будто в первый раз. Это как ребенок, который впервые видит книгу. Для него это просто какой-то прямоугольный объект. И теперь мы переходим на второй этап, и мы будем фокусироваться на неправильном восприятии объектов вокруг нас, как будто они существуют со своей собственной стороны. И на самом деле нам ничего особенного даже делать не нужно для этого, потому что мы все время так воспринимаем все объекты. И посмотрите на эту книгу и подумайте о том, что, возможно, вам кто-то дал ее прочитать, или вы купили ее в магазине, перед этим ее напечатали на заводе, перед этим автор написал эту книгу, и это вообще никаким образом не относится к вам. И помните, что мы фокусируемся именно на восприятии книги как существующей со своей собственной стороны, так как будто она совсем не зависит от нас. Она просто есть вовне. Вы никак на это не влияете. И теперь переходим к третьему этапу, и мы попробуем примерить правильный взгляд, правильное восприятие. Теперь посмотрите на книгу как на объект, который на 100% происходит из вас. Каждое прочитанное слово и понятый смысл — это проекция ваших ментальных семян. Помните, что мы фокусируемся на восприятии. И сейчас мы говорим о том, что
сама книга и все, что в ней написано, и смысл этой книги на 100% происходит из моих ментальных семян. И как доказательство того, что каждое написанное слово, каждая написанная глава происходит из моих семян, это тот факт, что все люди одну и ту же книгу могут воспринимать по-разному. И каждому может она или нравится, или не нравится. Вот этот смысл и наше ощущение и восприятие этой книги также происходит из наших семян. Здесь нет абсолютно ничего, что не было бы нашей ментальной проекцией. Попробуйте почувствовать, как это ощущается, когда то, что я вижу, и то, как я воспринимаю, происходит из меня. Каждое слово, каждая строчка, форма, и цвет, и даже то, что я думаю про эту книгу. Если мы будем правильно делать эту медитацию, то в конечном счете мы соприкоснемся с тем ощущением, что весь мир, все, что я вижу, каждый человек, все мои ощущения, все мои мысли, и даже я сам происходят из ментальных семян. И это то, что я могу поменять. И теперь возвращайтесь к учителю, он все так же смотрит на вас. И теперь он поднимается вверх, уменьшается в размере, смотрит в ту же сторону, что и вы, размером с ладошку опускается на вашу макушку. И попробуйте ощутить это давление на вашей макушке. Учитель уменьшается до размера маленькой рисинки, и так как его или ее тело из света, он легко проникает через макушку, спускается вниз по центральному каналу и попадает прямо в ваше сердце и остается там навсегда. И теперь давайте сделаем посвящение, и из вашего сердца сходит луч золотого света, и он направляется в сердце каждого живого существа. Пускай благодаря
этой медитации. Пускай я смогу увидеть пустоту напрямую, достичь своих целей, чтобы помочь каждому живому существу. И пускай все другие люди, все живые существа станут абсолютно счастливыми прямо сейчас. И попробуйте представить этот совершенно идеальный мир, где абсолютно каждый счастлив, где больше нет страданий, нет омрачений, нет тревог, нет бедности, нет голода, нет войн, где есть абсолютное счастье и блаженство для каждого, где есть мир, изобилие, достаток, здоровье, прекрасное тело, ясный ум и всегда блаженное состояние. Попробуйте сегодняшний день прожить в этом состоянии блаженства, как будто на сегодня с вами будет целый день, и дарите это ощущение другим людям. И сделайте глубокий вдох, и с выдохом можете возвращаться и открывать глаза. Вы были такие тихие, прям вообще идеально. Спасибо вам большое. Спасибо.